Привет, вас, дорогие овны, вы на канале Таро-дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на период 16 по 22 марта. Смотреть будем на круглой колоде. Овны, покажите мне, пожалуйста, информацию на период с 16 по 22 марта, недельный прогноз. Информация для овнов, 5 карт подряд. Настроение, личная жизнь, работа, деньги, здоровье овнов. Настроение, личная жизнь, работа, деньги и здоровечко ваше. Король мечей. Вот это у вас внутреннее состояние, конечно. Так, кубики, покажите мне информацию для овнов в период с 16 по 22 марта. Да, 12 дом. 12 дом – это дом у нас ограничений, сложностей, дом неприятностей. Он, конечно, может проигрываться как отдых, отпуск, релакс там и все такое. Но в случае того, что у вас здесь король мечей, хотя у меня здесь выпал водолей. Ну, сейчас разберемся, посмотрим. Знак зодиака водолей – это тот человек, с которым вы можете много контактировать, общаться. У вас может быть какой-то важный разговор, какое-то важное дело. В общем, водолей сыграет важную роль. И смотрите, еще идет влияние Плутона. Под влиянием Плутона часто происходят резкие, неожиданные какие-то трансформации в нашей жизни. Поэтому здесь вот что-то может пойти не так. Опять же, напоминаю, да, напоминаю, вы без меня знаете, у вас начинается ваш период, когда солнышко заходит в знак Овна. Это будет 20 марта. Начинается наш новый, да, вот, год по именно вот календарный. Начиная вот с того момента, как Солнце войдет в ваш знак. Поэтому начинаются ваши дни рождения. И, соответственно, сейчас, вот этот период, 9 дней до дня рождения, 9 дней после, он самый-самый тяжелый. Сейчас прогнозы могут быть такими напряженными. И я уже вижу, да, 12 дом, я уже вижу ваше настроение, король мечей, то есть вы такие напряженные. Поэтому тут как бы сейчас ждать раскладов хороших не приходится. Ну, сейчас посмотрим, что нам покажут карты. Ваше настроение. Да, 4 кубков. То есть получается то, что мы видим на поверхности. Да, вот как вы себя ведете. 4 кубков. Ничего не хочу, я устал, у меня нет сил, я ничего не буду, мне ничего не надо. Почему? Потому что ваша зарядка, да, как у телефона, она уже практически на нуле. Вот получается, в день рождения вам дадут новый заряд, высшие силы, да, заполнят вашу батарейку на 100. И дается это на, да, вот на целый год. И вот к концу года мы чувствуем себя такими, как разряженные, как телефон, да, когда у нас уже нет энергии. Вот поэтому 4 кубков. А внутреннее состояние, даже есть немножко раздраженность такая, я думаю. Но вы как бы ее не будете показывать, транслировать вы ее не будете. Я здесь ее не вижу, да, вот этой какой-то агрессии в сторону других. Возможно, эта агрессия будет подавленная вами. Поэтому так. Но это тоже не очень хорошо, когда внутри есть король мечей, да, вот этот еж такой, который тебя колет, а ты его не выпускаешь наружу. То есть он колет вас изнутри, получается. Давайте смотреть по сферам. Настроение такое грустненькое по 4 кубков. Хотя в целом по 4 кубков может быть даже в жизни плюс-минус все нормально. Без каких-то там особых приключений. Ну, сейчас посмотрим по сферам. Личная жизнь. Рыцарь жезлов. Здесь могут быть резкие перемены по рыцарю жезлов. Прям вот на 180 градусов. Ну, допустим, это может быть, там не было отношений, резко появились, да, начали с кем-то встречаться. Либо наоборот, были отношения, разорвали отношения. Это может быть неожиданная поездка какая-то тоже, вот, ну, именно связанная с семейными вопросами. Сейчас рыцарь жезлов для овнов покажите мне. Приезд гостей может быть. Вот неожиданно гости приедут к вам, а вы их не ждали. 6 жезлов. Хорошие новости, обнуления. Да, это про перемены, которых вы долго ждали. Либо про перемены, либо еще про какую-то информацию. Карта вестей. Вы ждете новости, эти новости придут. И давно ждете, давно. Да, это про перемены. Про перемены, причем про перемены, которых вы ждете, я бы так сказала. А что это за перемены? Может быть, не знаю, кто-то пытается, да, вот там забеременеть, и не получалось. И вот карта говорит, вы можете
услышать эту, да, новость. Кто-то пытается там построить отношения, не получалось. Возможно, вы встретите своего человека. То есть это какие-то неожиданности, которые, ну, в принципе, как, это нельзя назвать, что это неожиданность. Это для вас сейчас будет неожиданность. Может быть, вы даже не думали. Вы хотели этого, но вы не думали, что это будет. Но это может произойти. А чего вы хотите, это вы лучше меня знаете в вашей личной жизни. Вот тут, чего вы хотите, оно неожиданно для вас произойдет. Может такое быть. И это, кстати, вот работа Плутона. Это Плутон может так повлиять. Смотрим работу. Работа, учеба, вот социальная жизнь. То, что находится за пределами дома. Пятерка мечей. Здесь с кем-то может быть конфликт. Пятерка мечей – это конфликт, разборки, войнушка с кем-то, выяснение отношений. Например, если мы не берем работу, это могут быть соседи, с которыми мы ругаемся. Вполне может быть. Ну, либо на работе с кем-то серьезное выяснение отношений. А ну сейчас, пятерка мечей, овны. Что тут за история? 3 человека, 100% команда. Это люди, с которыми вы общаетесь, дружите, работаете вместе. Вы с ними союзники, с этими людьми. Возможно, ну, часть коллектива. Десятка пентаклей показывает, вы часть какого-то большого коллектива. 3 человека вы. И вот между вами этот король мечей. Конфликт, война. По справедливости. То есть война из-за несправедливости. Из-за того, что кто-то из вашей троицы что-то сделал, ну, не знаю, нечестно, неправильно с точки зрения другого человека. И начинается выяснение отношений. Да, и тупик в отношениях, двойка мечей. Эта карта может показывать временное перемирие. Допустим, конфликт начался, вы его закончили, но он не привел, скажем так, ни к победителю, ни к проигравшему, а вы просто заморозили, да, вот этот конфликт, и каждый остался при своем мнении. Вот если говорить о завершении этого конфликта, то каждый останется при своем мнении, и это еще и плюс отношения ваши могут ухудшиться из-за вот этой ссоры. Поэтому вот на работе, это может быть на работе, в учебе, либо в делах. Люди, с которыми вы там как-то контактируете. Это может быть, кстати, вот этот водолей, потому что, видите, опять мне показали, король мечевой. Это может быть человек воздушной стихии, тот, с кем вы будете в оппозиции, в конфликте в этом. Поэтому так. Но точно понятно, что вы часть одного какого-то большого коллектива. Ну, допустим, если мы берем пример, там, школа, да, допустим, вы учитель, есть еще какие-то учителя, да, 2 человека, но вы группа, да, вот вы группа учителей одной школы. Или мы берем магазин, вы 2 продавца, да, но есть целая группа продавцов в магазине, их, да, их много. Там, не знаю, ассистентов, продавцов, консультантов, так и так далее. То есть есть какой-то большой коллектив, и вы часть этого коллектива. Так, то есть тут поняли, тут предупреждение, здесь напряжение. Смотрим деньги. И, кстати, деньги тоже. Вот рыцарь мечей – это тоже карта конфликта. И мне здесь выпадала 9 пентаклей. Тоже она мне, кстати, давала намек на то, что конфликт может быть по поводу финансов. Денег, финансов, документов, то есть каких-то материальных вещей. И карта несправедливости, юстиции. Несправедливо распределили какие-то доходы, финансы там, и так далее. Деньги там тебе больше, мне меньше. Из этого может быть конфликт. Видите, карта подтверждает. То есть вот эти 2, они будут проигрываться, скорее всего, вместе. Я вам скажу, что вот эти 2 карты показывают конфликт достаточно жесткий такой, очень-очень жесткий. Может быть, из-за него у вас вот это настроение будет 4 кубков. Потому что эти люди, они вам близкие. 3 кубков показывает «я с тобой». Даже если мы работаем вместе, то мы можем вместе обедать, вы можете вместе делиться какой-то информацией друг с другом. Вы знаете все про семью этого человека, он все знает про вашу. То есть вы не просто коллеги, да, это немножко больше, чем коллеги, я бы так сказала. Ну, можно сказать, приятели, не друзья. Друзья, может быть, это слишком круто, но приятели как минимум. Давайте посмотрим рыцарь мечей, если... Посмотреть рыцаря мечей, что здесь. Солнце, прояснение ситуации. Король кубка. Вот еще, может быть, мне даже этого 3-го показывают. 3-й, скорее всего, водный, я думаю. Прояснение ситуации с водным человеком. Опять же, 9 кубков и паж кубков показывают, что между нами какие-то очень теплые отношения. И мы одна команда. Мы находимся в одном здании, в одном помещении по 4 жезлов. Но здесь я бы даже, знаете, что здесь бы я даже не стала бы исключать, возможно, как вариант, выяснение отношений с кем-то из семьи тоже.
Как вариант, может быть, и кубковая стихия может мне семью показывать. Но тоже конфликт. Поэтому здесь может быть либо два конфликта, либо это у кого-то это будет один. Да, вот как бы две карты на один указали. Поэтому так. Так что 12-й дом для вас проигрывается выяснениями отношений. И смотрим здоровье, на здоровье. 7 мечей тоже, видите? Ну, вот я же говорю, вот этот период, который приходит. Вот вроде бы мы не видим, да, старших арканов, да, которые указывали бы, ну, на какие-то там серьезные проблемы, сложности, трудности. Нет, мы видим младшие, мелкие арканы. Ну, и карты двора. Поэтому здесь это те неприятности, которые периодически с нами со всеми происходят, понимаете? То там, то сям, то там какая-то проблемка, то там вопрос, то, ну, то такое все. По здоровью здесь, конечно, нужно обратить внимание на свое здоровье. Если у вас есть уже какие-то симптомы, однозначно нужно обследование. Это карта обследования, 7 мечей. Изучение, обследование, анализ. Ну, типа там лаборатория, может быть, какие-то там типа УЗИ, МРТ там, и так далее из этой серии. Потому что мечи – это знание, информация. Поэтому здесь карты говорят, для того, чтобы выяснить, что у тебя за проблема, тебе нужно вот провести анализ своего организма. Ну, чаще всего лабораторные анализы все показывают. Поэтому, опять же, это если есть у вас симптомы. Как вариант, если симптомов нет, по 7 мечей это может быть скрытая болезнь. То есть та, которая, она может быть, но у нас симптомов, допустим, ну, через симптомы не проигрывается. Опять же, карта говорит, было бы хорошо, если бы ты сдал там, ну, самые какие-то элементарные анализы, и анализы точно покажут, если что-то есть. Либо покажут, что все хорошо, и вы можете себе жить спокойно дальше. То есть по 7 мечей всегда карта советует провести обследование. Ну, в принципе, это, знаете, как и логично. Мне кажется, надо себе вообще взять за правило, да, вот каждый год в день рождения, ну, там плюс-минус, да, там неделя, чтобы вот не забывать, проводить такой полный анализ организма, там, не знаю, сдать флюорографию, тоже сдать какие-то анализы. Тем более сейчас есть такие пакеты, где можно сразу одним анализом все проверить. Ну, то есть самые-самые такие элементарные вещи. Там, не знаю, к стоматологу забежать, да, пробежались там, не знаю, по нескольким специалистам. Все посмотрели, сказали, о, все хорошо, живите дальше, радуйтесь жизни. И побежали, да, через год опять. Чтобы можно было предотвратить, потому что многие болезни, да, вот люди уже кидаются тогда, когда они запущены, когда уже все сложно, потом лечить дорого, долго, тяжело. А нож можно все это купировать, да, скажем так, еще на начальной стадии, если периодически раз в год, да, вот о себе беспокоиться, о своем здоровье. Поэтому так, в общем, вот такая история. Не могу сказать, что тут прям беда какая-то, да, катастрофа. Нет, ее нет. Но и напряжение, да, вот сказать, что и легко прям все будет на лайте, тоже нет. То есть тут есть такие очаги, где будут вопросики. Это вот у нас с вами работа, и это деньги. Ну, хорошие события, вот компенсации за это, идут хорошие события в личной жизни. То есть там какие-то резкие, неожиданные перемены в лучшую сторону. Вот так можно сказать. Ну что, давайте посчитаем совет. Значит, 4 плюс... Нет, опять не хочет. О, это ужас. Ну ладно, хорошо, будем сами считать без тебя. 4 плюс 5, 9. Рыцаря не считаем. И 9 плюс 7, 16. Башня выпадает как совет. А башня всегда советует, что если что-то уже начинает рушиться в твоей жизни, не пытайся это сохранить, не пытайся удержать эти стены, пускай это все разваливается. Может быть, это речь идет об вот этом, скажем так, об этой дружбе, да, в кавычках, вот это что 3 кубков. Если там уже этот конфликт пошел, то уже дайте этому конфликту развиться по солнцу, да, выяснить все. Ну, если уж суждено, да, тому, что вы там прекратите общение, ну, значит, так должно быть. По башне желательно вот... скажем так, от чего-то в жизни избавиться, что-то вычистить, да, что-то удалить, вычистить там и так далее. Ну, я думаю, что речь это идет о вот этих вот людях, с которыми у вас здесь напряжение и конфликт. Возможно, да, вот как раз башня, это, знаете, как нарыв. Вот оно уже созрело до того, чтобы наконец-то прорваться и выяснить все вот эти отношения. Ну и Плутон тоже, это тоже об этом. Плутон это тоже то, что было, вот знаете, глубоко-глубоко закопано. Да, вот это как вулкан. Вот то, что было внутри, оно вырывается наружу. Вот для меня Плутон это вулкан. И вот это вот все вылезет наружу, вся эта лава и потечет. И вам надо уже, ну как бы, вот ты уже эту ситуацию не можешь никак сохранить. Тебе просто нужно уже все это решить.
окончательно. Вот такая информация для вас, Овны, на этот период. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.